Итак, легчайшая весовая категория до 61 килограмма. Первый раунд. В синем углу Азамат Маркабаев, Никита Болтабаев в красном. Начинаем. Сразу начинает выбрасывать левый джеб Азамат. Прессингует Маркабаев и своими многочисленными ударами пытается, в общем, взять контроль над темпом. И вы знаете, сразу же по первому же мидл-кику видна школа шторм в исполнении Никиты Болтабаева. Вот эта связка левый-правый и мидл-кик очень напоминает движение Александра Шлеменко. От Маркабаева бросается, он добивает, Никита пытается встать. Удается ему это сделать, борьба в стойке. Болтабаев быстро пришел в себя. Вот это да, ничего страшного, кричат Никите. Ну как сказать, со стороны это выглядело очень впечатляюще. Но Никита активен, сейчас прессингует в борьбе. Если и был потрясен, то сейчас как раз есть время у представителя школы Шторм для того, чтобы восстановиться. Если чуть ниже провести тейкдаун пока не получается, братья Узомская. И вовсе застыли в таком клинч спортсмены. Разворачивает Маркабаев оппонента. Перехватывает инициативу Азамат. Колено навстречу от Никиты. Такой нервный клинч. Только ударить правым локтем со стороны Маркабаева. И вновь дистанция. Двигается Никита. И буквально охотится за ним Азамат. Есть преимущество в анатомических показателях у бойца из Казахстана. Никит, помни про дистанцию. Средняя дистанция не твоя. Так надо за ней работать. Аверкак справа не проходит. Выжидает и Маркабаев. Помни про Кошеля комбинация, левый боковой. Бывай пропереть немножко. Включай сразу. Есть ощущение, что Никита Болтабаев никак не может подобрать комфортную для себя дистанцию. Начинает издалека атаки, все видит Азамат Маркабаев и легко уходит от атак соперника. Никита пропускает еще один удар. Да, на смещении левый боковой. Очень болезненный удар пропускает Никита. Апперкот мимо. Пытался добавить боковым. Азамат Маркабаев. Боец из Артуде. Поточнее. Сдваивать надо, серию. Вот так, вот так. Правый по корпусу от Азамата. И по корпусу достает Никита. Никита траву не забывай. Очень хладнокровно ведет бой Маркабаев. Нащупал свой темп, свою дистанцию. Да, очень грамотно Азамат использует свое преимущество в тропометрии и также свое преимущество в скорости, которое, в общем, сейчас вот за полторы минуты до окончания первого раунда уже вырисовывается довольно отчетливо. А Болтабаев хочет все-таки выбросить многоударную комбинацию, но как раз сблизится все сложнее и сложнее. Вот сейчас хорошо получилось у Никиты. Он пропустил удар соперника мимо себя и жестко ответил. Отличный боковой удар. И вновь по корпусу. Не застаивайся, не стой перед ним. Помни про дистанцию. Но он начинает понемногу подбирать Болтабаев, ключи к обороне соперника. Право через руку от Азамата. Последняя минута. По корпусу вновь от представителя команды Орлан Про. А времени уже мало, а активных и точных действий в исполнении Азамата было больше. Апперкот и тут же боковой, но здесь не было нокдауна. И пропускает уже второй удар в челюсть Маркабаев. На выходе двойка от Никиты. Чуть больше 20 секунд до окончания первого раунда. Да, ребята заводятся, как будто бы концовка третьего отрезка уже. Последние секунды.
Содержательный раунд. Вы сами посмотрели. Удар с разворота практически вместе с передой. Покажи мне. Кто? Итак, второй раунд. Никита Балтабаев против Азамата Амаркабаева. Первый получился конкурентным. Азамат был поточнее. И опять сдвоенный джеб. Раз за разом начинает свои атаки Азамат именно через борьба в стойке. Обмен ударами коленом. Хороший плотный захват под одну ногу от Никиты Балтабаева. Дорабатывает корпусом и надо выдергивать. Разворачивает соперника Маркабаев. Делает все правильно, заводит ногу. Здесь зацеп не получается. Неплохой контроль. Застыли бойцы. Патовая ситуация сейчас в сетке. Не может бросить Азамат из этой позиции, да и, возможно, не хочет. Подрабатывает коленями. Ну а Никита Балтабаев не может никак выйти. Сушит бедро правым коленом. Азамат. Александр Новинский не вмешивается и... нет, здесь, наверное, и тейкдауна никого не будет. Защита нам... Хорошая подсечка в исполнении Азамата, но в итоге, да, реализовать он последствия этого броска не сумел. На дистанции продолжается бой. Двойка мимо. От Никиты. Безусловно, стал пособраннее Балтабаев. Но Азамат эту собранность и не терял. Давай. Продолжай работать. Старается отвечать спортсмену ударом на удар. И давно не было лоу-кика, кстати говоря. Левый боковой пропускает сейчас Никита. Левый снизу. Балтабаева. Плавная. Середина боя. Отлично сейчас. Хороший эпизод в исполнении Никиты Балтабаева. Здесь уже просчитался с выбором дистанции Азамат, подошел слишком близко и сработала комбинация Никиты. Да, на средней очень здорово работает омский боец. 2,5 осталось. Да, великий риск ошибки и прекрасно Балтабаев понимает. Вновь начинает работать по корпусу, по своей области солнечного сплетения. Опирайся на свою руку. Внимательнее за его правой рукой. Но Азамат, с одной стороны, довольно прямолинейный боец, с другой не теряет хлесткость своих ударов. И здесь вновь он быстрее. Не забывай, настаиваешь. Отличная левая Маркабаева. Через руку. Да, правый оверхед в очередной раз срабатывает. Джебом встречает Азамат Никиту. Вновь
когда начинает идти без удара вперед, Никита Бултабаев получает очень много ущерба и при этом в собственной атаке, к сожалению, завершить эффективно не может. У меня такое ощущение, что, может быть, по точным ударам и приоритет может наблюдаться, но по объему работы все-таки впереди Азамат Маркабаев. А здесь пропускает. Размен получился очень жесткий, с другой стороны были попадания, очередной прорыв на ближней дистанции от Никиты. Ну что ж, во втором раунде гораздо чаще Никита Бултабаев соперника доставал. Не могу сказать, что пропускал он меньше, Но он был острее. да. Еще минута, есть время. В кикбоксе мы с вами наблюдаем, вообще забыли о ногах спортсмены в этом раунде. И вот, наконец-то, лоу-кик. Останавливай! 30 секунд! Продолжают замедлять друг друга спортсмены, но по корпусу больше работает Никита. Однозначно. Где зацепил челюсть. Ну и в предыдущем эпизоде тоже правый кросс зашел Бултабаева, еще один правый по корпусу. Правый через руку, попытка прохода в ноги. В концовке от Азамата и размен на ближней дистанции. Боковые в челюсть зашли. И у того, и у другого. Но Никита вырывает концовку. И не просто концовку, а последнюю минуту так уж точно. Партнер турнира – федеральная сеть АЗС Atomic Energy. Молодая, динамично развивающаяся компания, которая с легкостью адаптируется к изменениям рынка и стремится быть в тренде. Компания осуществляет розничную продажу топлива и входит в число крупнейших предприятий Урала. Точный налив, высокое качество, удобство расположения и выгодные цены существенно экономят средства и время наших клиентов. Итак, Азамат Маркабаев, Никита Бултабаев впереди третий решающий раунд. Отставить третий раунд. Но даже Станислав Новицкий немного запутался в раундах. Третий, заключительный. Первый удар за Никитой. И вновь размен. Пытается подавливать Бултабаев. О, и мидл-кик. Жестко. Вот Азамата тут же ответочка такого же характера. Ну, у спортсмена. Не давай ему останавливаться, не давай дышать. Работай, бороться не И вновь нет борьбы. путай Все постоянно. стойки. Перекрывайся, ближе подходи. Похоже, Маркабаев немного подустал. Последний блок по корпусу, который он выкинул, казалось, что она не очень быстрая. Да, очень хорошее преимущество в скорости, которое было у Азамата Маркабаева в первом раунде. Во втором начало постепенно сходить на нет. Посмотрим, что будет в этом раунде. Вновь попадает Никита. И намного больше стали работать ногами спортсмены. Очередной удар справа от Азамата. Такой рабочий темп. И причем действительно это не спарринг, очень жесткий бой получается. Он просто довольно спокойный. Да, причем соперники получают довольно много ущерба, но практически все удары, которые они пропускают, они видят. И ни разу не был ни тот, ни другой потрясен. Вот так, примерно, да, наверное, около 4 десятков попаданий с той и с другой стороны, возможно, больше. Оба застаиваются. И здорово пробивает на скачке сейчас Бултабаев. Вот, может быть, этой самой легкости немного и не хватает. Пытался соперника зацепить локтем на средней дистанции Никита неудачно. С голубыми головами на выходе обмен ударами. В очередной раз хорошая комбинация
Дистанция до Азамата. По-прежнему на дальний чуть лучше Азамат, на средний Никита. Эпизод за Азаматом, но сразу следующий за Никитой. И он не останавливается, идет вперед. Он в своем характере просто пытается выиграть этот бой Никита. Середина третьего раунда, продолжают крутиться соперники. На каждый удар Никиты отвечает своими выпадами Азамат. По-прежнему огромное количество ударов принимает и тот, и другой. Да, пока это самый зрелищный поединок на данном турнире. И с точки зрения конкурентности, и с точки зрения шоу. Уже на одиночные переходит Никита. Попадает на смещение. По корпусу достал Никиту Азамат. И сейчас вновь сближаются соперники. Размен. Опасно идут вперед головами. Хороший джеб. Начинает Болтабаев перебивать оппонента. Уже руки не всегда, а там, где нужно у Азамата. Вновь эпизод за Маркабаевым. Да, и тут тоже действительно право комбинация. Потом зеленый шорт. Кстати, на протяжении всех трех раундов очень грамотно, раз за разом, Маркабаев смещается в левую от себя сторону, выбрасывает левый боковой, почти все проходит. Сейчас хороший апперкот от Никиты. Уже в рукосберегающем режиме действует Маркабаев. Пауза, возможно, она нужна обоим. Нормально. Время, сказал Никита, что пауза не нужна. И поехали дальше, чуть больше минуты до конца. Очень интересный для судейства поединок. И непростой. Правый прямой, да. Последние секунды крайне важны, безусловно. Никита проваливается, и в очередной раз секундант ему подсказывает, что надо подходить ближе. Надо подходить ближе, прежде чем начинать атаку. Никита не останавливается. И постоянно на отходе неплохие атаки проводит Маркабаев. Секундантный с той и с другой стороны гонят буквально вперед соперников, но и тот, и другой, в общем, выложились на 100% в этом поединке. Сейчас как раз и нужна поддержка. Бой идет на морально-волевых уже давным-давно. Последние секунды. Начинает набирать весты. Азамат и тут же, да, запишут тейкдаун в пользу Болтабаева. Включается Никита и забирает концовку этого поединка. Все, встреча завершена. Дамы и господа. Да, настоящее побоище в клетке устроили Азамат Маркабаев и Никита Болтабаев. С первой до последней минуты выбрасывали удары, нещадно били друг друга. Ну что ж, теперь дело за судьями. Да. Они скрупулезно отмечали все удары, все значимые действия соперников. Но обратите внимание, не было практически клинча, не было борьбы. Здесь все было на средней и дальней дистанции. Да, небольшие проблемы есть у Азамата Маркабаева с носом. Припухло. Спокойно в углу Маркабаева. Там же находится, кстати, жалко. Дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал Никита Болтабаев.